Глава ГКНБ Камчебек Ташиев дал эксклюзивное интервью журналистке Лейле Саралаевой. Материал в 2 частях опубликован на сайте издания «Новые лица». Редакция «Фактчек KG» внимательно изучила интервью главы ГКНБ и выявила 13 фактов угроз, лжи и манипуляции. Продолжаем серию репортажей об этом. Высказывание Ташиева номер 7. Цитирую. «Я, например, боюсь закона. Я не боюсь никого. Я боюсь только закона». Конец цитаты. В этом же интервью глава ГКНБ произносит следующее. «Если кто-то мне угрожает своим поведением, я соответствующим образом буду отвечать. На это мне и духа хватит, и возможностей, и в этом я не отказываю себе». Конец цитаты. Вердикт редакции «Фактчек» — это манипуляция. Таким образом, Ташиев оправдывает угрозы физической расправы над оппонентами и противоречит самому себе, поскольку угроза применения насилия запрещается Уголовным кодексом. Высказывание номер 8. Каждый будет отвечать, естественно, по закону. Вот Равшан будет отвечать по статье 363 Уголовного кодекса. Вердикт фактчека – это необоснованная угроза. Оппозиционер Равшан Джейнбеков обвинил руководство ГКНБ в преднамеренном доведении до смерти Марата Казакбаева. Политолог скончался в заключении. В ответ председатель ГКНБ пригрозил возбудить против оппонента уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления». Юристы Института Медиаполиси проанализировали законодательство и дали заключение, что угрозы со стороны председателя ГКНБ не обоснованы. В каких случаях конторе получится привлечь Равшана Джейнбекова к ответственности, если он обратится с письменным заявлением в правоохранительные органы и будет доказано, что оппозиционер обманул следствие. А посты в соцсетях, публичные выступления заведомо ложным сообщением о совершении преступления считаться не могут. Цитата. «Конституционная палата в своем решении отметила, что иное понимание и применение статьи о заведомо ложном сообщении о совершении преступления, расходящееся со смыслом, раскрытым Конституционной палатой в настоящем решении, будет нарушать конституционные права каждого на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Конституция Кыргызской Республики гарантирует право каждого на свободу мысли, мнения, слова и печати». Из заключения Института Медиаполиси. Высказывание Камчебека Ташиева номер 10. «Имейте в виду, мы все контролируем». Вердикт фактчека – манипулирование с угрозой. Слово «контроль» в законах не упоминается. По закону об органах национальной безопасности спецслужбы входят в исполнительную ветвь власти, обеспечивают безопасность личности, общества и государства, ведут работу по выявлению, предупреждению и пресечению разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и организаций, а также противоправных посягательств на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность страны. Семитей Манбеков, цитата. «У ГКНБ есть четкий перечень обязанностей, прав, компетенций, по которым ведомство осуществляет свою деятельность. Ни в одном законе, включая закон об органах национальной безопасности Кыргызской Республики и Конституцию, не прописано, что ГКНБ осуществляет контроль над всем. Вообще слова «контроль» нету».